Год упорной работы, более сотни сюжетов, локаций и респондентов, различные драмы, конфликты и критика, лавры и признания со стороны зрителей. Все это Казахстан уйгурлары. Нам год. И да, здесь делают честные новости. Ассаламу алейкум, кариндашлар. Эфирда Казахстан уйгурлары. Мен Азиза ханым Авакова. Вақыт алдыра будаймыз Расул Шундахке. Вот и нашему каналу исполняется первый год. В связи с этим мы решили приоткрыть завесу для наших зрителей и устроить для редакции канала настоящую прожарку. Своего рода допрос, чтобы они почувствовали себя на месте респондентов. Ассаламу алейкум, дорогие коллеги. Хушкепсля. Валейкум ассалам. Рахмат, конечно, за такую подставу, но Казахстан уйгурлары, у вас дурная слава, от вас другого и не жди. Мы не такие, на самом деле, во всем виноват редактор. Ну, на этот раз, Шахниза, вопрос оставляла не ты, подошли, так что давайте поскорее начнем. Быстрее, давайте начинать. Каналу Казахстан уйгурлары уже год. Расскажите, пожалуйста, откуда взялись Казахстан уйгурлары вообще и с чего все началось? Вообще, у меня с самого юного детства была мечта стать журналистом, связать свою жизнь с этой сферой и служить моему народу, то есть уйгурскому народу. Худах шухри, эта мечта была не только у меня, то есть рядом со мной сидит Айсаджан Насирдинов, мой главный партнер и соведущий на сегодняшний день, и мои подруги Шахназ Якупова и Рамиля Рафаил, которые по совместительству трудятся корреспондентами этого канала. Конечно, было поначалу очень тяжело. Мы начинали с Рамилем Азизовым, который на тот момент был моим партнером и соведущим. Что мы только не делали, оббивали все пороги, искали спонсоров, чтобы купить хоть какую-то аппаратуру. Hakikaten bu yolumuz nurgun qiyinchiliklar bo'ldi. Yani biz ya kamerani qo'llanishni, ya montaj qilishni bilmadik. Shunga qaramasdan biz bu ishni qo'limizga oldik. Yana dastlabki vaqtlarda, yana dastlabki выпускlarda biz YouTube'dagi fikrlarga qarag'imiz kelmadi. U yerda har qanday salbiy va negativ fikrlar bo'lgan. Yana shunday qiyinchiliklar qaramasdan aytar, alhamdulillah, birinchi ko'rsatuvdan chiqardik. Да, было действительно очень сложно именно с технической стороны, но мы все же с огромным трудом сделали наш первый выпуск, но он превзошел все наши ожидания. Он буквально за первые 3 суток набрал около 20 тысяч просмотров, если я не ошибаюсь. И это был по-настоящему наш звездный час, то есть на тот момент нам начали звонить наши родные, друзья, близкие, знакомые знакомых. И пришло осознание вместе со всем вот этим вот звездным часом, что мы взвалили на свои плечи слишком, возможно, необъятную, сложную задачу. Однако, несмотря ни на что, мы взялись за позицию делать честные новости. Но скажу честно, было очень страшно, да. Жұмсам шындақ Шахниза, яғни біз шөпет, біз қоқып қалдық та, әнді дайшының болды, біз бұл жүкіні, яғни үстімізді еп маңалаймыз мұ, мұндақ, яғни жоғарғы дәрежеде ең қылан еп маңалаймыз мұ деген пікірлер ойлап біздің ойымызға келді. Затем мы встретили такого замечательного человека, как Алишер Ака Халилов, который является директором издательского дома «Мир». Он печатает книги уйгурских авторов. И у него на тот момент работал вот мой коллега Рамиль Азизов. Девочки Шахназ и Рамиля тоже у него работали. И по счастливой случайности нам удалось с ним познакомиться. И он стал первым человеком, который нас поддержал, можно сказать. Шундақ, Шахнизалар мен Айшырака менен тонуштудум. Улар өзлөрүнүн идеялары менен, максаты менен бөлүштү. Ондан кийин ашу Айшырака менен уяк сөзлөп, ахыр бишини айландырып, бир камера алгызды. Оны аздап биздин иштетишке баштадык. Ашу кадрдагы Айсажан менен Шахнизадан бөлөк, бүгүнкү күндө биздин ижадый топта Рамиль Азизов, Шахназ Якупова, Гульфиза Тавакелова, Илхам Молотов, Дамир Абдулаев, Ахтам Ниязовлар бар. Казахстан уйгурлары не все встретили радужно. Было очень много негатива и хейта в ваш адрес. Как вы думаете, почему? Ханум, давай называть вещи своими именами. Никто из известных уйгуров и руководителей уйгурских общественных организаций не встретил Казахстан уйгурлары радужно. Нас на тот момент поддержал исключительно простой зритель. И сегодня мы делаем ставки, надеемся, только на нашего простого зрителя, который смотрит нас и ждет.
Я, как вчера помню, вот эти вот фразы днем, ночью, неважно какое время суток, нам звонили и говорили: да кто вы такие, чтобы выпускать такой материал, я на вас в суд подам, кто вы такие, чтобы говорить раскол в уйгурской общине, кто вы такие, чтобы говорить концепция провалилась, выбирайте выражение. С этим мы сталкивались не то чтобы ежедневно, ежечасно, то есть после первого выпуска телефон буквально не умолкал. Мы очень испугались, но не сдались. Мы знали, что если умолчать о проблеме, то ее никак не решить. Именно поэтому мы выбрали делать честные новости. Ой, честные новости демей қолыма разы. Яна бірінші выпуск кейін телефон қылып, кіму сілә честные новости қылдыған, сілә бөшіктің беліңла шықмай. Яна сілә честные новости қылдыма қақлай яған новости қыйтып мұ деген хәвәләм көп келген бізге. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda degan shiar ko'pchilikka ko'zga chiqqan so'galdek bo'ldi. Bu shiar bizning ko'nglimizdan chiqsimi, ba'zilarga ko'ranglikdek ko'rindi. Biroq haqiqat shu, bu shiar bizning chin dilimizdan, yuragimizdan chiqqan shiar bo'lib topildi. Shuni aytib o'tish kerakki, bizning do'stimiz Ramila, u kasbiy dizayner, u shu Qozog'iston Uyg'urlari kanalining logotipini qurib chiqdi. Bu yerda o'zining alohida mazmuni bor. Еще необходимо добавить про нашу музыкальную заставку. То есть с самого первого дня, как мы ее поставили, со всех сторон очень много жалоб на то, что это якобы не уйгурская музыка, не наша национальная, просят поставить музыку из мукамов там или откуда-то еще, но мы считаем, что для новостей именно вот эта музыка самая подходящая. У музыка бір отдел, бір мотив емес, яғни біз аждатларымыздың келіп атқан милли мирас, о аждатларымыздың келіп атқан деген сөз, яғни о долан мәшрипи, яғни о музыкадан башқа музыка тоже келмейді деп ойлаймын. Друзья, я как уйгурка прекрасно понимаю, что работать в уйгурском обществе очень сложно, так как трудно угодить всем. И ни для кого не секрет, что наша уйгурская община расколота на несколько лагерей, то есть у нас есть более сильные группы, слабые. И делая новости, не может быть такого, чтобы вы не испытали давление со стороны руководителей уйгурских общественных организаций. И что вы можете сказать по этому поводу? Беда Йошардаган Нишнярс Йоханом, мы действительно испытываем сильнейшее давление, активное и пассивное со всех сторон, то есть со стороны руководителей общественных организаций в частности, с такими выражениями, как «у материалын бәме», «бу материалын бәсаң болмайды», там «вайву в клурымсля у адамның қандақ келігін біләмсля» деген сөздер белән мы вот ежедневно работаем, с таким сталкиваемся. Да тот же самый Алишер Ака Халилов, о котором мы выше говорили, казалось бы, доброй души человек, мягкий, однако и он оказывает на нас давление, так как мы временно базируемся при издательстве «Мир». Люди, прознав, что большинство его работников являются причастными к каналу, пытаются оказать давление. То есть это авторы могут быть, его давние знакомые, друзья. И меня это порой раздражает, так как Алишер Ака, сам будучи журналистом, не соблюдает какую-то журналистскую этику. Рамиля, может, видеоны Алишер Акам көрпен біздің үшін шығаратмысыз? Мен ғой ештеңе демедім. Нет, ну серьезно, ребят, не раз такое было, что Алишер Ака просто напросто ставил запрет выдавать в эфир определенную передачу только потому, что на него там оказали давление руководители общественных организаций. То есть это ни в какие рамки не лезет. Из-за этого канал был практически на грани закрытия. Однако только благодаря нашей сильной позиции делать новости мы сегодня здесь. Один из самых скандальных сюжетов был из Уйгурского района. Каков был итог и какова была реакция аппарата Акима на новости, вышедшие на канале Казахстан Уйгурлары? Үземнің тұлған аны жұтым чөнжіда юзбеген вақиялы хәміміздің ядыда. То есть все началось с того, что в центре Уйгурского района началась деятельность по переименованию улиц. Была инициатива Акимата, мы получили письмо, подписанное сотнями людей, и с целью проверить поехали в Уйгурский район. Все три улицы, которые были поставлены на повестку дня, были названы в честь уйгурских деятелей, поэтому мы никак не могли не отреагировать и, собственно говоря, выехали. Да, помнишь, Шахниза, біз кешқұрын саат 11-де такси тұтып, біздің съемочный групп білән Уйғур нахиясыға yol тұттық. Біз хатны подтверждать қылыш үшін һәм үй аралап, һәм адамдардың сауалып шолап шықты. Яғни ол подтверждать қылғанды екен, біздің аппарат Акима өзі шақырды, сөhbət берішке.
После частной беседы мы очень долго думали, однако, проанализировав все, посоветовавшись друг с другом, пришли к выводу, что материал, отснятый в уйгурском районе, для нашего народа очень важен, и в какой-то степени мы даже рисковали своей безопасностью, чтобы выдать все в эфир. То есть мы опять же остались при своих позициях. Второй раз Аким уже лично прокомментировал происходящее. В целом я считаю, что это был очень полезный опыт и были достигнуты какие-то результаты. Шуны атап өтүш керек ки, Нахия хакими Шухрат Турдахуновлы өзүнүн ижабий тарапын көрсөттү, яны бизни өзүгө чакырып, биздин барлык очук суалдарыбызга кең даирде жообун берди. Бул босума өзүнүн бир демократик рахбарлыгынын белгиси болуш керек. С какими трудностями вы сталкиваетесь чаще всего? Ой, этих сложностей не сосчитать, можно сказать, целое море, начиная от каких-то финансовых вопросов, то есть иногда приходится брать аппаратуру и с одного конца города ездить на другую, чтобы отснять там репортаж буквально на 1,5 минуты. И все это делается либо за наш счет, на такси очень много уходит, либо мы добираемся на общественном транспорте. И заканчивая, опять же, критикой и недоверием со стороны наших респондентов. То есть поначалу было очень сложно, мы гнались практически за каждым материалом, люди не хотели давать даже комментарии, боялись наткнуться на какую-то провокацию, и в общем дела обстоят вот так вот. Yani bizni ko'rib, sizlar Uyg'ur ovozini keldilarmi, yo Osiyo bugunni keldilarmi dedi. Yani biz Qozog'iston Uyg'urlari biz kanal ochdik desak, bizga как будто bir недоверие bilan qarab, ishonmaslik qilib, bizga yani shunday ko'zlar qarg'aliqni bizni kirgazmadida xiyolga. Kirgazmaganki biz o'zimizning kayfiyatimiz tushib, yani o'zimiz nacharsinib qoldik, biroq hozir vaqt o'tdi, biroq hozirdaqa emas. Yani har qanday ishlar olsun, musobaqa olsun, yani bir narsa olsun, birinchi navbatda yani bizni chaqirdi. Hozir yaxshi shukr. Шахниза, шахсан o'zing uchun eng qiyin nima bo'ldi? Как ни крути, вся ответственность за каждое сказанное слово в программе ложится лично на тебя. То есть с какими трудностями лично ты сталкиваешься как главный редактор канала? Честно, иногда мне бывает очень сложно придерживаться вот этого журналистского нейтралитета, которое является основой вообще всей журналистики, так как у меня уйгурское воспитание, я выросла и родилась в уйгурском поселке, в уйгурской семье, и мне с детства внушали, что чоңлан алдын тоғыр өткөн болмайды, чоңланын сөзүн чыккан болмайды, чоңланын сөзү кырыш керек деген сөздерден меня вот так вот воспитали. И на сегодняшний день мне очень сложно выражать себя, так как мы работаем в основном со взрослыми. Вторая моя проблема заключается в том, что журналист не может выражать своего собственного мнения. То есть эфир, есть я, есть сюжет, который я должна донести до масс. Здесь важно оставить объективность, никакого субъективного мнения, так как это в журналистике является моветоном. То есть именно объективность и факт-чекинг — это основы журналистики. Если ты разрешишь, я хотела бы обратиться к нашим зрителям. Хөрмәтлек акыла, хәдлә, устазла, кырындашла. Минең сезләргә булган бер илтимасым бар иде. Манга, минең топымга, безнең командага эркин журналистиканы илтмешка рөхсәткән булсаңлар, ишимизне дурыс аткырышка имканият яратып бергән булсаңлар, колыбызны көксимизгә куеп, шуны сорайбыз. Ханым bu savolim o'rliq oldi. Men Shahnizaga qo'shilib, biroz deydigan gapim bordi. Endi ruxsat qilsanglar kamera qarab. Muhtaram aziz akılar, hadilar, ustozlar, yani hozirgi tongda qo'liq bilik olgan liderlar, o'tinish, выпуск chiqmasdan burun yoki bo'lmasa chiqib bo'lgandan keyin bizga telefon qilib, "Buni nimishga berdinglar, buni bermanglar, andaq demanglar, bundaq qilmanglar" degan gapni bizga qilgan bo'lsanglar, ya'ni bizga o'z ishimizni, Shahniza aytgandek, o'z ishimizni erkin aqtirishga imkoniyat bergan bo'lsanglar. İslam xalq xizmati жүрген kishilar, bizmi xalq xizmati bo'lg'imiz keldi. Ya'ni biz xalq xizmati uchun ishlaymiz, xalq uchun xizmat qilamiz deb bel bog'ildik. Ya'ni xalq uchun xizmat qilgan bizning ishimiz sizlarning qilayotgan ishinglarni, ya'ni sizlarning qilayotgan ishinglardagi ijobiy, ya'ni salbiy taraflarni xalq yetkazish, xalq ko'rsatish. Shuni bizga erkin o'rlashga imkoniyat berib, bizni durust tarafini tushungan bo'lsanglar. O'tnishim shu. Дорогие друзья, я полностью соглашусь со своим коллегой и партнером.
мы считаем, что там, где нет критики, образуется застой и авторитаризм в обществе. То есть наша задача и миссия на сегодня — это доносить до широких масс, чем сегодня дышат и занимаются лидеры общественного мнения. С тех пор, как я стала работать с уйгурским обществом, с нашей общиной, до меня часто доходят слова, что якобы уйгурский народ не любит критику, уйгурла танхтны яхтурмайду, яратмайду деген сөзден көп аңлаймыз. Однако я не разделяю это мнение, так как я считаю, что уйгуры, так же как и другие народы, должны развиваться и идти вперед. А для этого наша работа, прозрачность нашей работы просто необходима. Наверное, самый ожидаемый и интересующий наших зрителей вопрос: на кого вы работаете, кто за вами стоит? Кейнлат ким турватуду? Ким кшеш хватслеслен? За нами, ханом, стоит правда. Безнын кчемыз самомелихте. За нами стоят тысячи наших зрителей, которые ждут от нас честных новостей. И да, здесь делают честные новости.